пока-пока. Пасхи приедут. Ну вот, друзья, заправились мы. Заправили Нивушку. Заправили пятишки для урагана. Стоимость бензина на сегодняшнее число это 15 апреля 2020 года 43,75 что ли, что-то такое, короче, приблизительно. Надо было на заправке включиться. Вот, покидаем наш любимый Троицко-Печорск. Если все будет нормально, вернемся к Пасхе. Еду на 4 дня. Погода мерзопакостная. Смотрел прогноз. По прогнозу такая же фигня. Ну, что делают встречные машины, слякоть, грязь, дождь. Друзья, еду в тайгу, еду далеко. И это будет, друзья, в полном смысле экстремальная рыбалка. Потому что я не знаю, как будет держать мой ураган под дождем, по мокрому глубокому снегу. Потому что я не знаю, какой крепости, какой толщины лед на речках. Проснулись медведи, шастают везде. Не знаю, как она будет. Еду один. Ну это, друзья, еду с огромным желанием, с огромным удовольствием. Скорее всего, это будет закрытие сезона. Ну, посмотрим. Планировали с Саньком. Санек уехал на 2 дня. Если лед, еще что-то будет, то после Пасхи еще поедем с ним. Все, друзья, выключаемся. Пока, поехали. Поехали, друзья. Не могу проехать мимо возле этой красоты. Не могу не показать вам ее. Это вот наша речка красавица. Вот такая наша речка красавица. Утки. Утки, друзья, утки. Вот отплывают утки. Первые утки, которых я сегодня вижу. Сейчас попробуем заснять, если они улетят. 2 утки. Вот они, вот они. Вот они, красавицы. Кряква. Ага, кряква самец. Кряква самец. И где-то здесь самочка была. Вот она, самочка. В кусты уплыла. Первые утки в этом году я, друзья, увидел 15 апреля. Вот она, самочка-крякушка. И вот он, красавец-самец. Самец отводит в сторону. А самочка спряталась вот сюда вот в кусты. Вот она, самочка. Ай вы мои красотульки. Ай вы мои красавицы. Уже прилетели, мои хорошие. Ну а чё? 15 апреля, ранняя весна, чё бы им не прилетать-то? Вот такая вот у нас речка. Я очень рад их видеть. Вы просто не представляете, как я рад. Так, где они? Я что-то их потерял.
Так, где вы? Вот где-то здесь, в этих кустиках. Ага. Теперь наоборот, самец пошел в кусты. Самка выходит. Я остановился и не думал даже здесь уток-то встретить. Но вот они, мои хорошие, уже прилетели. 15 апреля. Рыбак там рыбачит где-то. Сейчас посмотрим, где он рыбачит. Вот он, на таком забереге. Немножко кусок льда остался, а он здесь и рыбачит. Друзья, глядя на такую картину, даже не верится самому, что я еду на именно зимнюю подледную рыбалку. Все открыто уже. Запах талого снега, запах весны. Просто обалденно, просто все здорово. Вы не представляете состояние моей души теперь. Это вот так вот, друзья, вот так вот. Погнали, все, у меня больше нет. У меня больше нет никаких сил. Я хочу быть там. Как мы видим, на лесной дороге еще корка льда. Дорога конкретно подразбита. Но проехался, видать, грейдер, и сверху кашу эту снял. И еще ледяная подкорка есть на земле. Обратно по-любому уже будем возвращаться. Через 4 дня уже по-любому будем возвращаться по открытой земле, потому что все 4 дня у нас, друзья, плюс. А здесь вон уже открытые плиты. 4 дня плюсовой температуры, я смотрел по прогнозу. И с дождями. Сильные дожди, так и было написано. Атмосферное давление будет понижаться. Если сегодня было 748, потом 745, 734. И ниже, ниже и ниже. И только уже после Пасхи будет опять улучшение атмосферного давления. Посмотрим. Пусть не будет клевать, мы будем пробовать. Мы будем искать. Мы будем находиться на природе. И на этот раз мы будем наедине с природой. Таежная жизнь наедине с природой. Один на один. Друзья, поверьте, кто-то, может быть, посчитает меня полуумным, но это реальное счастье. С друзьями весело, да. С друзьями хорошо, с друзьями не скучно. С друзьями безопасно, по крайней мере. Нет такого риска. Всегда помогут. Всегда надежнее. Но один на один с природой — это тоже великий кайф. Кто ходил, кто ходит, тот меня поймет. Все, друзья, встречаемся в тайге, встречаемся на погрузке буксировщика. В общем, постараюсь заснять все, и вы все сами увидите, как все это было. Путешествия, приключения начинаются. Вот. Так я упаковал свои вещи. Сегодня у меня вещей поменьше. Второго корыта брать не стал. Не стал брать палатку, печку, потому что не знаю, как я буду возвращаться. На крайний случай, если мне придется где-то ночевать на льду или в лесу, я взял вот такую небольшую маленькую палаточку и спальный мешок. Зимняя романтика до минус 30. Постелю ветки, положу и нормально переночую также. Рюкзак с продуктами, ведро с продуктами, лыжи, бур, пешня, лопата, палатка, спальник, удочки вставные, жерлицы. Тут у меня рюкзак с аппаратурой, запчасти для урагана, бензопила, котелок, чайник, удочки, чехол. Вроде ничего не забыл, вроде все на месте. Я так думаю, с этим я смогу 4 дня прожить в тайге без особых проблем. Главное добраться. Пробовал буранку, буранка нормально. Вот у нас еще столько снега. Так что я думаю, доедем, по крайней мере, в ту сторону без особых проблем. Главное, чтобы ураганушка не подкачал. Давай, золотая.
Счастливо оставаться. Ну а ты, ураган, вези меня, ураганушка, вези. Топор взял, все взял. Не взял тару для воды, но ничего страшного. Ведро используем. Поехали, с Богом. Буранка держит. Корыто едет. Все нормально. Навстречу к счастью, друзья. Один дом лучше едет, чем втроем. Ехали. Наконец-то приехали. Ехали без остановок. И время у нас уже 11 часов 5 минут. Вот так вот. С раннего утра выехали с дому. И время уже 11. Это при том, что еще дорога более-менее нормальная была. Так что если с утра рыбачить, надо выезжать весной вечером. Вечером выехал, приехал и с утра на речку. Потому что все равно вчера я дома не мог уснуть очень долго. Лег, крутился, вертелся и так, пока не сел монтировать, так и не смог уснуть. Потому что когда сажусь монтировать, это у меня как сонная таблетка, сразу начинаю клевать за компьютером. Вот. Уснул где-то, наверное, уже в первом часу, не раньше. Вот, 4 встал, 5 выехали. И не поспал, и день потерял. А так бы вечером выехал, приехал, и нормально все. Так что на будущее лучше ехать вечером. Кто ездит на рыбалку, на охоту, тот знает. Сколько бы мы ни ездили, все равно перед поездкой каждый раз как первый раз. Волнение такое в душе, это не забыл, это в голове крутится, что будем делать, как будем делать, куда поедем, тудым-сюдым. В итоге сон напрочь вышибает. Единственное лекарство или рыбацкого напитка, или еще что-нибудь. А еще лучше выехать вечером, приехать до места и с утра на речку. Ну, ладно, мы отвлеклись. Вот. Сегодня мы остановимся в этой избушке. Сколько там показывает? -4. Но он, наверное, врет. Температура около 0. Можно смело прибавлять. Значит, 5 градусов. На 5 градусов он ошибается, китайский градусник. Так, вот дровишки есть на первое время. Здравствуй, избушечка. Здравствуй, хорошая. Так. Здесь тоже немного дров на растопку. Печурочка, чайничек. В избе холодно. Давненько никого уже не было. Вот сегодня здесь мы будем отдыхать. И первым делом, друзья, уже хочу кушать, прежде чем пойти на речку. Давайте что-нибудь по-быстрому перекусим. Перекусим и чарочку рыбацкого за приезд. Я думаю, это будет правильно. Ну что, друзья, приятного аппетита. Вот такой у нас сегодня обед на скорую руку. Это картошка с тушеной печенкой. С морковочкой супруга моя затушила, в контейнер положила.
и картошечка. Вот я сейчас все это подогрел. Не стал заморачиваться, чтобы не тратить времени. Избушку не затопил, потому что на улице тепло. Зачем просто дрова жечь? Я приду сюда уже поздно вечером. Вот тогда и затопим. А сейчас завтрак и обед у нас все в одном будет. Потому что обедать я уже, наверное, не приду сюда. Приду только уже ужинать. Потому что идти далеко, время тратить не будем. А все таскать на себе тоже тяжело. Как-то вот так. Ну что, друзья, за приезд. Чарочку рыбацкого. Чтобы все было хорошо, чтобы все клевало. Полную. Нальем полную. За здоровье хозяева. За здоровье хозяев этой избушки. Дай Бог вам здоровья. Долгих лет жизни, счастья, благополучия. Ну и, конечно же, за вас, друзья. За рыбалочку и за вас. Спасибо, что смотрите меня. Комментируйте, общаемся. Надеюсь, рыбалка будет интересной. Но если даже и ловиться не будет, все равно мы будем бурить, будем искать, будем места менять, будем ездить. Что-нибудь да мы все равно поймаем. И за это надо выпить. Хорошо. Напиток рыбацкий Коми, а бутылочка еще украинская. От моей землячки Нади. Так что я ее не выкинул. Содержимое мы уже выпили. А бутылочку оставил на память. Поменял скатерть. Вот теперь у меня такая скатерть. Ну как скатерть? Это журнал «Огонек». Всегда беру с собой вот такую большую газету, а еще лучше журнал большой, тут бумага поплотнее. Пришел, постелил, свежо, чисто. Всегда хорошо. Это оставим мы здесь. У меня еще есть майонезику. Почему-то я думал, что народу будет побольше на реке. Видать, или совсем не клюет, или уже нельзя выйти на речку, не знаю. Не хочу раньше времени себя, конечно, расстраивать, потому что у меня одна лыжа сломанная, на лыжах много не походишь. Если по реке ходить нельзя, я знаю, ямки-то стоят по-любому. Но если по реке ходить нельзя, тоже приятного мало. Понимаете, когда холодно, сверху, вот это даже если снизу промывают, сверху корка льда, она твердая. И она как бы держит, не проваливается. Опаснее всего, когда на улице тепло, идет дождь, верхняя корка начинает ломаться, крошиться, проваливаться, а снизу может льда не быть. Вот в чем опасно-то. А еще хуже, когда поверх льда идет вода. Мы как-то с Иваном Григорьевичем приехали на рыбалку года 4, может 5 назад. Пришли, а на льду столько воды, где-то вот так вот. Я поначалу сказал: Григорьевич, пошли, развернемся. Не, Геннадий, я попробую. И пошел. Запас сантиметров 5, чтобы не набрать сапоги, брони не было. Пошел.
пробурился. Где-то воду затягивало в лунку, где-то выходило с лунки, как вулкан. Пробовали там, пробовали там. Потом Григорьевич поймал хорюза. Все, больше мы никуда не поехали. В итоге пошли дальше. Где-то нашли лед еще. Поднялся уже, лед сухой. Где не поднялся, вода на нем. Где-то вода затекает, где-то вытекает. В итоге мы 2 или 3 дня порыбачили. Ожидал, что клев будет супер. Ничего подобного. Вот как бы из-за этого не люблю. Говорят, вот последний лед клюет хорошо на реке. Не знаю, я не попадал ни разу. Попробуем сегодня. Ладно, вторую еще. И все. Потому что река пьяных не любит. А с 2 чашечек ничего страшного на такую тушу не будет. Я просто уже счастлив, что нахожусь в такой обстановке, в тайге, на речке. Вроде бы как бы и недавно пришел еще с речки. Сколько прошло? 4 дня. Как мы крайний раз ходили с друзьями, с Артемом, с Аней. Но это была другая река. Мы ездили на другую речку. Сейчас приехал я на другую. За счастливые деньки. Весна наступила. Сегодня уже увидел уток. А это значит, скоро у нас охота. Не хочу себя расстраивать. Говорят, хотят закрыть охоту. Но опять же, вчера буквально читал, что в каких областях закрыли охоту в связи с этой пандемией чертовой. В Коми пока вроде не затронулась. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. За охоту. Представляете, друзья, на рыбалке пил за охоту, потому что я сегодня уже видел уток. И у меня уже так внутри он уже зацепило. Ну, мы подождем. Первых уток не надо трогать. Они разведчики, они приехали сюда на родные места. Кряквы, потом первые прилетают. Краколя первые прилетают. А когда массово пойдет, тогда уже можно идти и смело охотиться. Так что на рыбалке пьем за охоту, друзья. Ну и все. До вечера это откладываем в сторону. Вечерком за ужином продолжим. Продолжим кушать. Поговорим. Накатим. Все будет вечером. А пока обедаем по-быстрому. Пьем Чайковского с пряничками. Знаете, откуда пряники? Не поверите. В связи с тем, что наши детки сейчас не учатся, то есть они как учатся? Дистанционно. А завтраком, обедом там их в столовой кормят. И вот то, что они не ходят в школу, решили выдать продуктами. Вчера мы ездили в школу, и нам выдали немножко пряничков. Столько. Это было в 2 пакетиках. Где-то столько, то, что мы на завтрак не ходим, а то, что второе на малоимущих обед. 2 разных пакетика. Потом была банка тушенки, пачка крупы ячневой или пшеничной, не помню, килограмм сахара и 2 упаковки
Ну, вафли, короче. Что-то еще было. Ходили, получили. Взял сегодня в лес. У ребенка отжал, получается. Вы не думайте, что ребенка дома ничего кушать. Мама ему напечет. А эти прянички скушаем в лесу. С одной стороны, вроде как бы и правильно, то что положено детям кушать, что деньги эти не уходят в сторону. Но с другой стороны, такой дурдом. Я вам скажу, друзья, никто не отказывается. Все идут. Весь Троицк вчера ходил с желтыми пакетиками. Припоминаю 90-е годы, начало нулевых, когда моя супруга училась в училище на швею еще здесь в Троицке. Я приехал работать, и тоже там давали чечевицу, помню. Ох, и несъедобная штука, собаки кормили. Масло растительное в бутылках. Хрен поймешь, какого производства. Брали, никто не стеснялся. Как говорится, дают, бери. Раньше было еще хуже, когда появилась талонная система, когда рухнул Советский Союз. Это хорошо помню. Были талоны. В армию уходил. А какие проводы без рыбацкого напитка? Для таких случаев, свадьба. Не будем говорить о грустном. Проводы в армию, государство шло навстречу, давали справку. И по этой справке, как сейчас помню, вот когда меня в армию провожали, это в ноябре 1990 года, как сейчас помню, 19 ноября я призывался, Сыктывкара я призывался, а проводы были, получается, где-то 17, наверное. Я приехал сюда попрощаться с родителями. Здесь устроили проводы. Потом проводы были на второй день 18-го у подруги, несостоявшейся жены, в лизинге. А третьи проводы были в Сыктывкаре, в студенческой общаге. 3 дня меня провожали в армию. Так когда первые проводы были с родителями, когда прощался, сельсовет выделил на толпу, на деревенскую толпу, как сейчас помню, 3 бутылки водки, ящик красного вина, и все. Самогонку тогда не гнали. Видать, нельзя было. Вот, скажем, а человек сколько? Человек 15, наверное, было на проводах. Может, 20. Всем хватило, никто не упивался. 18 лет иду в армию. Мать моя тогда первый раз увидела, что я выпил. Первый раз, 18 лет, увидела, что я выпил чашечку. Генюк, ты на мой юан. Типа, Гена, ты что пьешь? Я говорю, мам, все-таки в армии иду, взрослый уже 18 лет. Че бы нет-то? Сколько я там, 5-6 топочек. Она, тырмас, еще я не. Хватит, не пей больше, пьяный будешь. Я говорю, не, мам, все нормально. Проводы отметили, а на утро прилетел вертолет. Я уезжал, друзья, улетал на вертолете, потому что дорог к нам тогда не было, распутица была.
Попросил. 2 рубля стоил от моей деревни до Троицко-Печорска билет. Я пришел, а пилот, вот я не знаю ни имени, ни фамилии, но не знаю, если ты смотришь мой ролик сейчас, огромная тебе благодарность. Вы представляете, друзья, круг провожающих приехали на лошадях, на санях, так, ну, человек 15-20, кто-то там рубль в карман сует, кто 3, кто 5. Я пихаю деньги, слезы наворачиваются на глазах, но держался до последнего. Потом все обнимаются, смотрю, у отца уже слезы выступили. Все, вертолет садится, надо уже... Я держался. Слезы на месте, ну, близко-близко уже, ну, как бы нормально держался. Обнялся, попрощался. Все, вертолет садится уже, как бы слезы наворачивались, но еще нормально. Все плакали тогда. Как последний путь отправляли. Говорю, да что вы, ну это в конце концов, ну вернусь я, куда я денусь? А у самого уже вот он на грани. Но держался до последнего. Потом вертолет приземлился. Вру. Приземлился, он почту скинул, и мы договорились, что он заберет меня на обратном пути. И поехал вниз по Печоре, раскидать там почту по населенным пунктам. И на обратном пути меня, чтобы он забрал. И вот он раскидал, и мы слышим звук вертолета. Все уже. Я подхожу к площадке, слезы уже здесь, на глазах. Садится вертолет. Все, попрощался, обнялся. До скорой встречи, все такое. И тут вот этот пилот, огромное ему, конечно, спасибо, поднимается. Я его ни о чем не просил. Вот у меня слезы вот здесь вот уже на глазах, но еще держались. Все плачут там, как родная меня мать провожала. Тут и вся моя родня набежала. Братан играет на гармошке. Все поют, все плачут там. Ну, проводы в деревне, это вот такая вот вещь. Друзья, как сейчас вспоминаю, у меня аж самого слезы наворачиваются. Крайней точкой было то, что когда все обнялся, попрощался, заскочил в вертолет, все, говорю, все, слезы здесь, еще нормально. Все, полетел бы, нормально удержался. Но пилот, знаете, что сделал? Пилот поднял вертолет и прощальный круг над деревней сделал и облетает. И вот я вижу, что это, думаю, ну, возможно, последний раз. Моя река Печора, мой дом, мои родные, мое село. И когда уже начал завершать круг, он приземляется и рядом пролетает над провожающими. Представляете, друзья? И тут я не выдержал, у меня слезы просто пошли градом. Они льются, и до Троицко-Печорска пока летели, я не могу успокоиться, потому что вертолет летит, и я вижу под собой лес, где я ходил, где я ставил петли по отцовским путикам, все узнаваемые места, озера, болота, леса. У меня слезы текли. В итоге я в Троицко-Печорск приехал, у меня глаза опухшие, наплаканные, слезы просто. Я не знал, что у мужика могут быть столько слез. Было такое. И потом, когда прилетели в аэропорт, уже пилот. Ну что, рекрут, подойди сюда. Служить? Я говорю, да, служить. И мне дает, как сейчас помню, 2 рубля. С кармана достает, 2 рубля дает. Не знаю, почему принято так было деньги давать. Он мне просто в карман пихает внутренний. Давай, служи нормально, достойно и возвращайся домой. Я пошел в аэропорт, заплатил. Кстати, билет тоже стоил около 2 рублей, что-то как раз, то, что проезд. Получается, он сам заплатил за мой проезд, перелет там, как говорится. Вот. Потом аэропорт у нас тогда еще функционировал. Пересел с вертолета на самолет. С самолета с Троицко-Печорска перелетел в Сыктывкар. С Сыктывкара поехал к подруге тогда Визингу еще. Проводы там. Сел в автобус. Проводы здесь, в Сыктывкаре. Короче, проводили меня везде. Ну, как видите, жив-здоров вернулся. Все нормально. Вот это я отошел от темы. Вы уж простите меня за болтовню, но кому не интересно перематывать. Рекламная пауза. Доедаю и дуем на речку. Кстати, вон появилось солнышко. Вон.
Погода налаживается. Так что сейчас встречаемся на реке и будем ждать первых поклевок.